55 лет сегодня исполнилось Институту мерзлотоведения имени Мельникова Сибирского отделения РАН. Вот уже более полувека здесь планомерно изучают закономерности формирования и развития вечной мерзлоты. Какими достижениями гордится институт, узнавал и наш корреспондент. Серьезные исследования вечной мерзлоты в Якутии начались в 1941 году. Тогда в Якутске была организована научно-исследовательская мерзлотная станция при Институте мерзлотоведения имени Обручева Академии наук СССР. И в конце 60-х годов был создан отдельный институт. С первым его руководителем стал один из основоположников геокриологической науки России, герой социалистического труда, академик Павел Мельников. Его имя присвоено институту. За 55 лет институтом сделано, трудно сказать, многое, наверное, громадные работы. Это те направления по региональному изучению мерзлоты. Какая она мерзлота, какая она по параметрам, какая она по своему криогенному строению. Это было впервые установлено нашими коллегами. Это работы, которые связаны с изучением устойчивости инженерных сооружений. Это, конечно, пионерные работы, которые связаны с изучением физико-механических свойств мерзлых горных пород, которые дали основание и основу развития мерзлотоведения и строительству и освоению северных регионов. Сегодня в республике только согласие ученых начинается любой серьезный промышленный или производственный проект. Как поведет себя верхний слой земли, многолетние мерзлые породы через 5, 10, 20 лет, спрогнозируют только ученые института. Академические труды ученых, их вклад в развитие экономики вдохновляет на научные подвиги молодых исследователей. В этом году прошел Всероссийский форум молодежи с международным участием. Была организована школа-семинар, куда мы выехали в Южную Якутию. Там было очень много ребят со всей страны. Им понравился институт с его большой историей и понравился регион. И они уже после окончания аспирантуры и после окончания учебы, это студенты старших курсов, приехали сюда работать и развивать науку мерзлотоведения. Силы, талант молодых ученых еще ждут своего часа. Ведь северная часть республики, ее криолитозона, таит в себе еще много неизведанного. Юлия Михайлова, Василий Соловьев, НВК «Саха».